шейх Аль-Буты о таклиде. Каково положение следования мусульманина 4 мазхабам? И обязательно ли для всякого мусульманина брать напрямую решение из Корана и сунны посланника Аллаха, кем бы он ни был? Или в этом вопросе существует подробное объяснение? Дорогие братья, подытожив ответ на это, я вкратце скажу. Основная обязанность, которой обращается Всевышний Аллах к своим рабам, что в действительности шариат Аллаха мы берем из его речи, то есть из Корана. Мы берем законы шариата Всевышнего Аллаха из Откровения, которое ниспосылалось пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Если откровение является читаемым, то это Коран. Откровение, которое не является читаемым, полученное через язык пророка, алейхиссаляту вассалям, то это хадис. Это и есть основа. Далее, если этот человек является мусульманином, которому не удалось изучить книгу Всевышнего, и которому не удалось изучить методологию извлечения решений из шариатских текстов, методологию извлечения решений из сунны, он не сталкивался с тем, то есть не имел опыта. В таком случае подтверждается в отношении него слово Всевышнего Аллаха: «Спросите обладателей знания, если вы сами не знаете». Да. Значит, принятой основой, одной и единственной, является, чтобы мы обратились к Корану и Сунне. Однако, если самый низкий по социальному статусу из людей христианин, который отправляется утром на свое поле и затем возвращается к себе домой поздно вечером, абсолютно не посвящает себя изучению шариата, возможно, что он даже не может в совершенстве читать Коран и тому подобное. Как можно такому сказать, что обязательно ему брать решение шариата Аллаха непосредственно из Корана и Сунны? Это невозможно. Также и другие люди – врачи, инженеры, рабочие, политики. Должностей много разных. Все они препятствуют человеку, чтобы он посвятил себя изучению, каким образом извлекаются нормы решения из текстов Корана или Сунны. В таком случае, в отношении этих людей является обязательным, я не говорю дозволенно, обязательно каждому из них следовать за одним из имамов, на которых объединилась община, на мнении касаемо доверия их иджтихаду, которые являлись правдивыми, праведными, набожными и так далее. Это то, что является обязательным.